Друзья, всем доброго времени суток. Софишка, поздоровайся. Всем привет. Друзья, у нас тут такой новый... Софишка, что у нас тут происходит? Лайфхак. Лайфхак от Софишки. Что мы делаем? Софишка делает бусы. И причем никто нигде не показывал никогда. Мы этого не видели, правда. Лично я вижу впервые. Мне кажется, она где-то, наверное, в Ютубе могла видеть. У нее есть детский Ютуб, там какие-то там Насти и все прочее. Какие-то там... Нет, плохие слова смотрю. Что там еще показывают? Там еще показывают, Софиш. Настя, мимимишки, царевны. Ну, а ты так где видела? Ты Шишари. так где видела? Кто так делал вот так? Как ты сейчас делаешь, кто делал? Где ты так увидела? Я сама в мультике увидела. Мультики увидела, да? А мы детские. И вы знаете, вчера она прям сделала бусы круглые и одела себе на шею. Она ходила, они держались. Ну, если честно сказать, может быть, это не прям что-то такое, но я лично была... Я вам сейчас сделаю браслет. Браслет, да? Большой браслет. Смотрите, они мне падают. Не падает, видите? Правда, она вчера сделала большой, ну, как бусы, и одела себе на шею, ходила, они не падали, ничего. Я лично... Ну, у тебя там палочек мало, Софиш, у тебя не получится. Ты же палочки съела. Нужно, чтобы было побольше палочек. Мы еще купим А палочки. можно вот так сделаем такую? Маленькую, да, можно сделать? Да, и большую можно сделать. Мама, гай удовольствие, Алла. Так добре, так добре, царсонис. Я бы не додумалась до этого. Конечно, не додумаешь. Маленькие всегда такие едят маленькие. Маленькие детки, да, всегда умненькие, да? Все правильно. Все верно. Такие большие бусы, просто уже у нас было поздно, у меня зарядки не было. Я думаю, ну ладно, завтра заснимем мы этот процесс. А сегодня уже снимать нечего, да? Палочек нету, да, Софиш? Ой, хайдок дикалилха, визиндель. Хайдок дикалилха. Смотрите, сколько палочек было. Не хватит. Я хотела, чтобы ты большие сделала и прямо делала как бусы. Видишь, у нас мало, не хватает. Мы скажем, что папа привез. Друзья, мы вчера поздно очень приехали с рейса. Ой, с рейса, говорю. Ну, ездили за товаром на оптовые базы. Приехали мы, наверное, оттуда часов в 9. А супруг быстро покушал и сразу же собрался в рейс, поехал. И представьте, мы вымучены целый день на ногах. Мы сначала к Висхану поехали, у него побыли. Я, конечно, не сняла, мне очень хотелось снять, но им уже выдали оружие, автоматы, он стоял на посту, а этот момент снимать нельзя, к сожалению. Ну, надеюсь, еще покажу вам. Очень хотелось. Хочу сказать, Висхан похорошел. Знаете, какой-то такой светлый. Ух ты, как красиво, Людечка, посмотрите только. Какая красота, да? А вчера она большой такой круг сделала. Браслет взрослый уже стал. Вчера большой сделала. О, круг. Круг, да. Сейчас круг крутится. Крутиться, да, как круг для похудения, да, Софиш? Ты умничка, молодец. Людички скажешь, какая Софи. Вот сейчас слепила, теперь можно кушать, да? Умничка. Что я рассказывала вам? И, значит, пока с Исханом поставили, но на улице холодно, прям, знаете, там ветер был. Змея, да? Там был ветер, и потом мы пока постояли с ним, там повезла я, конечно, ему подарки, все такое необходимое, шампунь, гели, станки, салфетки, да, все такое отвезла ему, и сладости разных, выпечки, конфеты, сникерсы, марсы, ну, они там на посту стоят, чтобы чайком пить им. Потом оттуда поехали на оптовые базы в соседнюю республику. Ой, там целый день бегом туда-сюда. Здесь нужно посмотреть, где лучше, где, может, подешевле, где что-то новое. Бегом, бегом, бегом. Приехали домой. Во-первых, наша машина была загружена, на которой мы ездили. И «Газель» приехала следом за нами.
Это все пока разгрузили, пока это самое. Висхана нет, сейчас очень тяжело. Все самим приходит. Анжела вышла на улицу уже поздно было, где-то 9 часов. Пока все разгрузили. И сразу он буквально чай попил и поехал. Я никакая была, уставшая, просто не было никаких сил. Я как представлю, что еще человеку сколько нужно было ехать. Мама, Аж, куда козлет делся? аж Новороссийск. А куда делся? В самом деле? Мне кажется, его съела эта девочка-толстушечка. Это я съела. Да? Ну хорошо. На здоровье. Посыпочки есть. Ну хорошо. Так быстро съела. Софиш, Анжела только попылесосила, ушла, а ты опять все, да, устраиваешь? Девочки, что я хотела сказать еще? Я как представила, что ему еще сколько ехать. Это реально тяжело. Когда приезжаешь с Хасавюрта домой, просто если ты поедешь себе что-то купить, там одежду, ты бываешь убитый. А когда ты за товаром едешь, когда ты целый день там пролазишь по всем магазинам, все это пересмотришь, все это загрузить, все это купить, оплатить, выбрать, это адский труд. Ну садись, не балуйся, это действительно очень тяжело, очень. А потом еще, если сутки ехать за рулем, так еще такой человек, я говорю, ложись отдыхать. Ведь он говорит, какой там отдых? Даже если на стоянку становишься отдыхать, там вот это вот, как сказать, посмотрите, какой у нас снег идет. Уже сколько насыпало. И еще идет. Так вот, что я хотела сказать. И представьте, он говорит, какой-то там отдых, говорит. Стоишь, говорит, машины, вот эти фуры все по трассе ездят бесконечно. И вжу проезжает, и каждый раз твою машину трясет. От сна не бывает. Если так, какой часок задремаешь, то все равно потом встаешь, думаешь, ой, лучше бы я проехал это время, уже бы где-то был бы. Всегда старается приехать домой, дома что-то сделать. Ну, вот так вот. Без Висхана нам очень тяжело. Очень-очень-очень без Висхана нам тяжело. Прям. Ну, ничего. Придет время, придет наш солдат. Я говорю, пока Висхан придет, мы уже дом построим, иншаллах. Доделаем. Сейчас весна начнется у нас. Массовые работы. Но в первую очередь накрыть крышу. А потом уже окна, двери и остальное все потихоньку будет. Вот такие вот дела. Тяжело Какие очень. Я дела? говорю, я вчера никакая была, просто никакая. Вот знаете, вот сидишь, и ты понимаешь, что ты просто разбитый. Просто нет никаких сил. А то еще сколько ехать. А дороги тяжело, когда спать хочется, даже очень тяжело. Тем более в ночь выехал. Очень тяжело. А что Вот там такие есть? вот дела, девочки. Ладно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.
За вот эти я, девочки, говорила, что очень удобные. Девочки, за вот эти я говорила, что очень хорошо берут. У них под салаты. У них форма, видите, какая? И салатница есть хорошая. Вот они очень ходовые, видите? У них и такие рисунки есть. У них тарелочки, как салатниц. Вон, видите? Они очень-очень ходовые. Какие кружки красивые. Качество очень хорошее. Очень. И главное тарелки, что под салаты хорошо, девочки. Очень хорошо под салаты, понимаете? Потом вот такая еще расцветка. Смотрите. Смотрите, какая красота. Это 40 предметов. Даже больше, по-моему. Ну, смотрите, какие у них... Какие у них хорошие тарелки, удобные для салата, да и вообще. А смотрите, какие кружечки красивые. Посмотрите. Очень удобная сама тарелочка и кружечка. Очень-очень красиво смотрится. Еще вот такие вот голубые рисунки, девчонки. Посмотрите. Смотрите, какая красота. Просто. Смотрите, какая красота. Просто смотрите сюда, девочки. Вот салатницы. И вот такие тарелки. И эти можно использовать и под салат, и под первое, и под второе, да под что угодно. Очень-очень хорошие. Вот эти наборы, и они недорогие. По 5, по 5 500. Есть чисто белые. Вот это то, что ходовое, девочки. Я вот привезла на продажу. Тоже все это есть в наличии. Все буквально. Все буквально есть в наличии. Такая еще и сахарница есть. Конфетница, тортница, фруктница. Все это есть. Вот такие наборы. Тоже очень удобный набор, на столе красиво смотрится. Салфетницы красивые. Зубочистки. Вот это можно подобрать все под набор, под цвет. Все буквально. Вот это шикарный набор тоже, девочки. Очень красиво. Здесь идут 2 салатницы. Вот такие. Вот такое вот блюдо. Под первые огромные тарелки. Очень хорошие такие вот пиалочки красивые. Вот такие красивые кружечки. Очень-очень красивый этот набор. Очень. Как будто печать стоит. Видите? Какой он нежный и красивый. И, конечно же, вот эти. И недорогие девчонки, и красивые, и к любому празднику. Вот этого всего полно. Дальше вот этот набор, он, конечно же, не из дешевых, но он очень красивый. Это как, смотрите, в желтом цвете. Такое блюдо красивое. Смотрите, какая красота. Девочки, просто посмотрите на это. Просто посмотрите. Крем.
наборы. В желтом цвете есть они. И в светлом. К нему можно подобрать потом вот эти тортницы, конфетницы. Смотрите, как будто цветочки. Видите? Девчонки, приближается 8 марта, 23 февраля, майские праздники. Радуйте себя. Смотрите, какая красота просто. Какие блюдечки хорошие, красивые. Как это богато смотрится на столе. Если красивая сервировка. Смотрите, для салата какие блюда красивые. Видите? Смотрите. Если честно, вот этот желтенький мне аж больше нравится. Почему-то. Но они оба, каждый по-своему красив. И также вот такой вот набор. Тоже очень-очень-очень красивый. Очень. Здесь и на 6 персон можно, и на 12 персон. Ну, просто богатейшие, девочки. Богатейшие. Смотрите. Огромные тарелки, вот такие. Такие тарелки есть они. И круглые. Вот видите, вот так можно подносы подобрать с чайниками. И поднос такой, и чайник тоже можно подобрать. Вон совсем маленький чайник. То есть можно такой и к нему другой. Также есть такие белые тоже. Смотрите, какие салатицы. Кружечки, смотрите, какие красивые. Подносы вон какие. Заказывайте, девчонки. Вот такие тарелки есть и поштучно белые. Из такой посуды можно заказать 12. Вот эта посуда там есть, смотрите, 88 предметов есть. Можно 36 предметов, можно 108 предметов. То есть все это можно подобрать. Вот такие еще есть, девочки. О, хозяин, вообще красивые. Девочки, сервис 12 персонный, всего 105 предметов, 12 тарелок, 12 подтарельников, 12 блюдцев, 12 кружек, 12 суповые, 12 пиалушек, 2 салфетницы, овал большой 2, маленькие 2, тортница 1, лопаточка 1, фруктовница 1, конфетницы 2, заварочник 1, сахарница 1, солянки 1 набор и молочник 1. 2 вот такие большие салатника и 12 розеток. Вот таких розеток 12. كيسة حاجة ميل خزير رسيتنا نجيون وقعدنا تونيت بكات شقالة وقر إذا آخر يلشو دقي وريات وشون 98 предметов суповой баца контейнер кой эрпелк что еще